Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. Все работы, выполняемые в рамках инвестпрограммы, должны быть выполнены своевременно и качественно. Аслан Бжаня провел расширенное совещание, посвященное реализации текущей инвестпрограммы. В Очимчирском районе, как и во всей республике, фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом темпы вакцинации невелики. Российский журналист и кинодокументалист Александр Зиненко провел мастер-класс для абхазских журналистов. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Александра Анкваб, руководителя администрации президента Алхаса Квициня, членов правительства, глав администрации городов и районов, представителей строительных фирм. Обсуждались вопросы реализации российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Аслан Бжаня сообщил, что правительство республики будет обращаться к российской стороне с просьбой об увеличении объемов финансирования следующей инвестпрограммы 2023-2025 годов. Глава УКС Тимур Агарбов в своем докладе подробно рассказал о реализации текущей инвестпрограммы. Обращаясь к подрядным организациям, Аслан Бжаня подчеркнул необходимость проведения работ качественно и своевременно. Глава государства отметил, что этот вопрос находится под его личным контролем. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще раз донести до наших телезрителей, насколько это важно. Речь идет в основном преимущественно, в данном случае, даже в рамках этой инвестпрограммы, о инфраструктурных объектах. Это очень важно для развития нашей экономики. Это не проходное какое-то совещание, не то чтобы там посидели, поговорили. Это тот процесс, которым я буду интересоваться, процесс, который я буду лично контролировать. И я хотел бы иметь большое количество поводов для того, чтобы поощрить руководителей подрядных организаций, руководителей ведомств. И именно поводов для поощрения. С этого мы начнем. Значит, все остальное будут усилены меры контроля со стороны правоохранительных органов. Таких прецедентов, как это было ранее, в Министерстве по репатриации, в Абхазавтодоре и в других, лучше этого не делать. Какую-то страницу мы перевернули, не надо делать так, чтобы мы вернулись туда. Контрольные органы научились уже работать. Есть сметная документация, есть прибыль в рамках сметной документации. Все будет под контролем, предупреждаю. Вот эти вот компании, которые были, через которые отмывались по 2-3 миллиарда рублей, через банковские сферы проходили. Лучше эти истории забыть, уважаемые строители, чтобы мы продолжали наш разговор в этой аудитории, а не в других местах. Расширенный репортаж с совещания президента смотрите после выпуска новостей. Аслан Бжаня также провел расширенное совещание с главами районных и городских администраций. Обсуждалась ситуация с собираемостью налогов, их динамика, уровень задолженности за электроэнергию, объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы, вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением, канализацией, текущее состояние приватизированных объектов и привлечение инвестиций в районы, ситуации с COVID-19 и предпринимаемые местными властями меры по ее улучшению. Руководители регионов доложили о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам. В ходе совещания президент отметил приоритетность привлечения инвестиций в экономику республики. По итогам совещания Аслан Бжаня дал ряд поручений и призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям. Попробуйте через меры принуждения отрезать его от света. Пусть он там склеивает на второй день. Ну, еще раз отрежьте пару раз. Пусть это продолжается, история в таком ключе. Слушайте, вы должны показать, что вы власть на местах. Ваши требования, они справедливы и законны. Вы же не требуете это незаконные вещи какие-то. Когда они не платят за свет, значит, в школе кто-то не получает этот свет, в больнице не получает.
Применяйте свои меры принуждения через начальника милиции в рамках инвестпрограммы. Даже в самом благоприятном стечении обстоятельств 23-25 эти проблемы на 100% решены не будут. В лучшем случае на 30-35. Это 1,5-2 миллиарда рублей. Поэтому надо развивать бизнес здесь, привлекать сюда инвесторов. Другого варианта нету и не будет. Ситуация с деньгами 10 лет тому назад была в разы лучше. Деньги поступали больше и быстрее, и требовалось бумаг в разы меньше. Вот поэтому, пока мы не будем вот здесь создавать рабочие места, не будем привлекать инвесторов на первую линию, это имеет отношение к городу и к правительству, потому что там объекты разные, собственники. Пока сюда инвестор не придет, эти проблемы мы решить не сможем. Это взаимоувязанные. А придут хорошие инвесторы, нам помогут в решении этих проблем. Не потому что там они только налоги будут платить, потому что они будут заинтересованы в решении этих проблем. Будут помогать там, в России, нам выбивать деньги, находить варианты и так далее. Вот без этой увязки, без такого подхода ничего у нас не получится. Сотрудниками Сухумского отдела уголовного розыска и управления уголовного розыска МВД задержан разыскиваемый с 2000 года Беслан Кутарба, подозреваемый по делу о похищении человека. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уголовное дело по факту похищения гражданина Буава, угона автотранспортного средства, посягательства на жизнь сотрудника милиции, незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении Кутарба Беслана Валикоевича было возбуждено 4 августа 2000 года. 25 октября того же года Кутарба был объявлен в розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратурой Гулрыбского района возобновлено предварительное следствие по данному уголовному делу. Кутарба водворен в изолятор временного содержания УВД по Гулрыбскому району. В Абхазии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, темпы вакцинации невелики. На сегодняшний день в Очимчирской центральной районной больнице проходит лечение 24 ковид-положительных, из них 12 средней степени тяжести. Наш следующий сюжет об эпидситуации в Очимчирском районе и о том, как здесь проходит вакцинация. Репортаж Сарии Кварсхелия. Любовь Мигваби ждет своей очереди, чтобы вакцинироваться. Приехала она из села Губ. До укола в предплечье она прошла предварительный осмотр врача-терапевта и дала письменное согласие на прививку. Добровольно решили делать мы вакцинацию. Но я и до этого тоже решала сделать вакцину, конечно. Но потом как-то вот наслушались вот всяких вот этих вот разговоров. Перестала, не стала первую вакцину делать. А сейчас я уже решила, такая заболеваемость пошла. Я вот решила уже окончательно делать вакцину, да. Вы не болели? Я не болела, у меня семья, конечно, переболели 3. У меня свекровь умерла от этого тоже, от этой болезни. И вот я решила делать. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция опасна и может коснуться каждого. Единственный выход из сложившейся ситуации – вакцинация, говорит Любовь. Буквально через минуту вас вакцинируют. Как настроение? Хорошее, прекрасное. Не боитесь? Нет, не боюсь. Не больно? Нет. Сегодня в Очимчирской больнице привились 16 человек. Среди них есть и те, кто повторно вакцинируется. Александр Карпов в начале года привился двухкомпонентной вакциной «Спутник Ви», а сегодня «Спутником Лайт». У меня прошел срок, потому что на полгода мне ее сделали. И сейчас решил повторно вакцинироваться. В обществе сложилось разное мнение по поводу вакцинации. Одни считают, что для защиты себя и своих близких необходимо сделать прививку, другие же, напротив, избегают ее. У меня какое-то недоверие к этим вакцинам. Во-первых, из-за того, что их очень-очень много. Вот, честно говоря, даже не знаю, какой из них лучше. Ну, в Абхазии сейчас вакцинируются «Спутником Лайт». Вы про него читали? Да, я читала. Но вот из всех, честно говоря, вот «Спутник» более или менее. Но так как я уже переболела ковидом, вот как ждала, пока время пройдет, может, не надо будет, но вот говорят, что нужно. Ну вот не знаю. Пока что, правда, вот и за и против, вот против у меня вот как-то больше. А есть и те, которые вынуждены вакцинироваться по тем или иным причинам. Ну, вообще не хотелось бы, конечно, но
так как не пускают уже никуда. Мы выезжаем сейчас в Россию, и нужно будет вакцинироваться. Там же ни в торговые центры, ни в магазины никуда не пускают. Медики в один голос твердят, что вакцинация защищает от COVID-19 или как минимум предупреждает развитие тяжелых форм болезни. А что касается прививки от коронавирусной инфекции, то люди переносят ее по-разному. Но в подавляющем большинстве случаев, даже если проявляются побочные эффекты, то в виде небольшой температуры и недомогания. В Очимчире, как и в других районах Абхазии, вакцинацию начали в мае. Вначале люди с опаской относились, приглядывались к тем смельчакам, которые приходили и в первых рядах вакцинировались, но потом дальше больше люди поняли, что нормально вакцина переносится, что в этом есть необходимость. Потом, когда вакцины не стало, было очень много возмущений, все хотели, записывались, но, к сожалению, был период, когда было окно, когда вакцины не было. Потом поступила вакцина «Спутник Лайт». Опять-таки население с осторожностью относилось к этой вакцине. Значит, они уже хотели другую вакцину. И опять начиналась кампания медленно. Вот, как-то не такое большое количество людей записывалось. Но со временем, вот с каждым днем мы понимаем, что к нам идут больше людей, значит, записываются, и мы вакцинируем. Вот на сегодняшний день сделано 209 вакцин «Спутник Лайт». Чтобы привиться, люди предварительно звонят и записываются. Специально для этого Очимчирская ЦРБ выделила бригаду, возглавляемую врачом, который составляет списки вакцинирующихся. Согласно спискам, в больницу в определенный день привозят вакцину. Помимо этого, в 23 сельских пунктах района есть медсестры, которые консультируют людей. Потом мы отслеживаем, как прошел процесс вакцинации, было ли какое-либо осложнение. Но хочу сказать, что после «Спутник Лайт» вообще ни одного случая не было, чтобы у кого-то температура поднялась. Очимчирская ЦРБ готова принимать вакцинирующихся практически каждый день, лишь бы были желающие, говорит главврач. Настолько сейчас информационное поле вокруг вакцинации активно. Сейчас вот по всем каналам только об этом говорят, и люди понимают, что и выехать не смогут, даже если не очень там кто-то хотел бы сделать. Они все равно приходят, делают, и слава богу. А эпидобстановка сейчас обострилась, как и во всех районах, не только у нас в районе, в целом по Абхазии, да и вообще по нашим соседям это видно. Недавно был всплеск в Грузии, сейчас в России. Значит, вот, мы на себе тоже это чувствуем. Очень большое количество людей в течение недели к нам обращается. В понедельник прошлый 100 человек пришло на ПЦР. То есть мы взяли биоматериала у 100 человек. Из них 43 человека было положительных. Это очень много. На сегодняшний день в Очимчирской центральной районной больнице проходят лечение 24 ковид-положительных. Из них 12 средней степени тяжести. Последняя показала обстановка, что люди очень легко заражаются. То есть, если один принес в семью, почти каждый член семьи заражен. Но редко бывает, чтобы кто-то один остался и не зацепило. Вот почему так остро стоит вопрос вакцинации. Единственные на сегодняшний день действенные меры против COVID-19. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Гуди Сатарба, Абхазское телевидение. В воскресенье 24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций. ООН сыграла определенную роль в урегулировании грузино-абхазских взаимоотношений. Миссия наблюдателей ООН в зоне конфликта была учреждена 24 августа 1993 года и прекращена 15 июня 2009 года. В эти дни с частным визитом в нашей стране находится бывший спецпредставитель Генсека ООН, а ныне профессор Потсдамского университета Дитер Ботен. В интервью абхазскому телевидению дипломат рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта, важности продолжения женевских дискуссий о своем видении будущего Абхазии. По словам Бодена, эта площадка дает возможность решать и гуманитарные вопросы. Полную версию интервью с Дитером Боденом смотрите в воскресенье в программе «Амчепч». А сейчас небольшой отрывок из него. Приехал сюда совершенно в частном порядке. Меня приглашают друзья. И я уже давно обещал, что я буду в Абхазии, и я с большим удовольствием приехал, потому что я знаю о красоте вашей страны, и это меня всегда привлекает.
У меня тоже встречи как раз с представителями негосударственных организаций, с кем я тоже там тогда работал, и с кем я до сих пор тоже у меня еще есть контакты. 22 октября 1992 года грузинскими оккупантами было сожжено дотла здание Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия, ныне Абиги. В этот же день был сожжен и Абхазский государственный архив. Сегодня Абхазский институт гуманитарных исследований – один из главных научно-исследовательских учреждений страны. Он входит в состав Академии наук Абхазии. Когда-то был здесь очень известный институт, который воспитал многих выдающихся ученых Абхазии, которых уже, к сожалению, нет. Сейчас он существует, но здания нет. Здание, к сожалению, великому, ничем не было виноватым, а было сожжено во время грузино-абхазской войны и сожжено оккупантами, врагом, который посчитал нужным и обязательным уничтожить нашу науку и культуру. Я вот помню, в этом институте лично нашей экспедиции было материала за 10 лет. Это целая комната была до самого потолка. Все это погибло, и еще там были отчеты, и мои, и Юрия Николаевича. Это очень много отчетов, которые каждый из них, это за 10 лет. Если посмотреть, каждый из них, он, собственно говоря, представлял очень хорошую научную книгу. Российский журналист и кинодокументалист Александр Зиненко провел мастер-класс для абхазских журналистов. Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» приехал в Абхазию в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и международного медиаклуба «Формат А3». На встрече побывала и наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланзе. Любая история, которую можно снимать, держится на 3 китах, говорит Александр Зиненко. Первое – это фактурный герой, обладающий харизмой. Второе – события должны происходить в настоящем времени. И третье – необходимо оценить потенциал истории. Ты историю прочитал, узнали, как всегда, первыми газетчики, там, да, вот, допустим. И мы читаем, телевизионщики, киношники, документалисты, и мы оцениваем материал. А что можно снять? И сколько было случаев, когда через меня прошли ребята, продюсеры, которые готовили съемки, и многие вот этих вещей они не понимали. Они приносят, вот какая история, посмотрите, Александр Иванович. Я говорю, ну да, отличная история. А что мы будем снимать? Ну как, что? Вот посмотрите. Я говорю, так это уже все случилось, это все уже произошло, уже ничего нет. Архив, я говорю, нет. Нет. Какой архив? Где архив? А может, его и нет, этого архива, ты же не знаешь. Александр Зиненко начал с рассказа о своем документальном фильме. История Ольги Буниной из южноуральского поселка. Та самая, которую необходимо было показать зрителю. Фильм «Непобедимая» увидел свет в 2018 году. На утверждение проекта и съемки ушло 2 года. Героиня ленты – сильная женщина, которая пережила страшную трагедию, но не сдалась. Ольга – 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу среди спортсменов-инвалидов. Она работает инструктором в спортзале и воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. Вот я смотрю на маленькую газетную заметочку про Ольгу Бунину. Думаю, ну чего, как вот здесь, вот как оценить, там мизер вообще. И я вижу фразу, за которую я чувствую, надо зацепиться, это то, что она взяла детей. Как взяла детей? Каким образом взяла детей? Почему взяла детей? Она необычный человек. Пожилые родители, инвалидная коляска, ну, какие дети? И вот так вот я начинаю делать то, что я называю принцип дерева. То есть я рисую дерево, я рисую ствол, и я формирую крону. И вот каждая веточка, это каждая, так сказать, что касается кроны, это эпизоды, это количество эпизодов. И когда у меня уже дерево
формируется, я смотрю, лысое дерево, оно голое или там нормальная крона, значит, можно снимать. Александр Зиненко рассказал абхазским журналистам и о своем телевизионном опыте. В 1998 году он основал на канале НТВ программу «Профессия репортер», ставшую одним из самых популярных проектов на российском телевидении. Название для передачи придумал Леонид Парфенов. Острые репортажи с первых выпусков завоевали симпатии телезрителей. Тут как-то вот совершенно захотелось сделать другой стилистики. Участвовать, какие-то каноны нарушать. Вот, хотя все прекрасно знают, что мы не должны вмешиваться, так сказать, журналист должен. Вот, стали нарушать, стали идти на творческие провокации. Ну, так было интересно. Что-то было на грани фола, конечно, безусловно. Что-то очень спорно, что-то, так сказать, вызывало огромное отторжение, да, там. На встрече говорили и об эмоциональной составляющей профессии. Считается, что журналист должен оставаться сторонним наблюдателем. Участвовать ли в жизни героя вне кадра, каждый решает сам, говорит Александр Зиненко. А где они, эти правила прописаны? Правило одно – не ври. Не ври. Не ври, не говори то, чего не было. Не придумывай. Не искажай синхроны, да, там, слова, не снимай подставных героев, которых изображают актеры. Вот и все правила. А если ты вмешиваешься, да, ты нарушаешь, да, там какие-то правила, но внутренние правила ты свои ведь не нарушаешь. Для тебя это органично, ты хочешь помочь, ты помогаешь. И сколько раз мне приходилось вламываться в квартиры и участвовать даже в драках. Кто-то скажет, это недопустимо, это не журналистика. Я скажу, ну ради бога, следуй своим правилам. А у меня вот такие принципы. На вопрос журналистов, что удивило в Абхазии, Александр ответил, не задумываясь: люди. Это уже вторая встреча, организованная Союзом абхазских журналистов совместно с международным медиаклубом «Формат А3». Проект будет продолжен. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение. Министерство просвещения и представительство Россотрудничества в Абхазии продолжают регистрацию абитуриентов, поступающих в российские вузы на квоту 2022-2023 учебного года. Регистрация производится по ссылке, которую вы видите на экранах. Срок регистрации истекает 1 ноября текущего года. Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Михаил Масаев в интервью абхазскому телевидению рассказал о количестве мест, выделенных республике в этом году, а также о специальностях и направлениях. Важно отметить, что в этом году выделено 90 квот. Это практически в 2 раза больше, чем в прошлом, позапрошлом и до этого годов. Это связано с тем, что руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков не раз говорил об этом, что для СНГ и Абхазии, Южной Осетии ежегодно количество квот по возможности будут увеличиваться. И сегодня мы это увидели действительно. Если в прошлом году было 50 квот, то в этом году уже 90. Это значительное увеличение, конечно. Смотрите интервью исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества Михаила Масаева в нашей сегодняшней программе. Министерство здравоохранения информирует выпускников средних школ Абхазии, желающих поступить в высшие учебные медицинские заведения России по линии Россотрудничества, что определены наиболее востребованные специальности. А именно инфекционные болезни, анестезиология, реаниматология, неонатология, онкология, химиотерапия, психиатрия, детская неврология, гистология, пульмонология, рентгенология, радиология, медико-профилактическое дело. На данном этапе необходимо только зарегистрироваться. Отборочные испытания состоятся до 24 декабря текущего года. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба в субботу, 23 октября, с 9 часов утра до 22 часов вечера будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума. По словам начальника департамента столичного ЖКХ Руслана Авицба, работы по укладке ливневых канализаций по 3 улицам Сухума, Абазинская, Гулия и Джонуа близятся к завершению. Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на 3
центральных улицах Сухума проводится около года. Сложности были связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам Абазинской. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 23 и 24 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 градуса, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.